Здравствуйте, дамы и господа! С вами Никита Монич, и вы на канале каком? Правильно, около культуры. И сегодня я хотел бы поговорить о политическом в искусстве. Мне кажется, это очень важная тема, особенно для нас, постсоветского общества, в котором политическая составляющая жизни долгое время была, словно бы выделенная в отдельное, какое-то огороженное пространство, а не составляла естественную часть этой самой жизни. Белорусский авторитаризм Лукашенко много лет повторял на все лады. Ну не лезьте вы в политику, живите нормально. Мне лично он это говорил устами моей бабушки, что за свою жизнь повидала всякого. Вторую мировую войну и немецкую оккупацию, советскую послевоенную действительность и ее постепенную эрозию, вплоть до распада Союза. А после этого распада она еще отсмотрела больше 20 лет белорусского и русского телевидения, медленно, но верно погружаясь в бездну врагов у наших границ и того, что Путин с Лукашенко молодцы, и, в общем, всего вот этого прочих прелестей пропаганды. Еще не лезть в политику мне советовали школьные учителя. В старших классах напрямую они говорили это перед очередными выборами, а опосредованно это звучало через школьные курсы той же истории, где политические события прошлого, и настоящего как бы отделялись от жизни людей и происходили сами по себе, словно некий рок или смена погоды. И вот в этом смысле любой авторитаризм пытается деполитизировать общество. Это его естественное состояние и стремление. В нашем же случае лукашенковская деполитизация еще и стоит на мощной основе деполитизации советской. Старая история. История стара как мир. А вот и нет. Так что давайте пробежимся по истории искусства и посмотрим, как же работало политическое в нем, в искусстве прошлого далекого и в искусстве прошлого недавнего. Как мы это будем делать? Как обычно. Без пренебрежения, без придыхания, без претензий на исчерпанность темы. В общем, все как мы любим. Погнали! На самом деле, стара как мир история, когда искусство проникнуто политическими идеями и отражает их. В древнем искусстве это обычно делалось просто напрямую, так как искусство и создавалось для того, чтобы возвеличивать правителей, их достижения или же божеств государственных культов. Древнее искусство образно оформляло конкретные или воображаемые достижения этих самых правителей. Вот, к примеру, стела Эанатума или стела Коршунов из Лагаша, созданная, страшно сказать, в 25 веке до нашей эры. На лицевой стороне стелы можно увидеть большую фигуру верховного бога города Лагаш, держащего сеть, в которую пойманы враги Эанатума. Эанатум в смысле правитель. Он как раз на обратной стороне стелы изображен во главе своего грозного войска, шествующего по телам поверженных врагов. На одном из обломков стелы летящие коршуны уносят отрубленные головы вражеских воинов. Надпись раскрывает содержание изображений, описывая победу лагашского войска и сообщая, что побежденные жители Уммы обязались платить дань богам Лагаша. Посыл этого искусства, в общем, прост, как боевые грабли. Всех убил, один остался. Бойтесь меня. К той же цивилизации Междуречья относится и стела Хаммурапи. Легендарный артефакт, найденный в самом начале 20 века при раскопках Суз. На самой стелле начертан текст законов Хаммурапи, этого великого правового памятника прошлого. А в верхней части стеллы высечен рельеф, барельеф, изображающий две фигуры, из которых одна сидит на троне, а другая стоит перед ней. Сидящая фигура – это, вероятно, Шамаш, бог солнечного света. А перед ним стоит царь Хаммурапи, и фигура Хаммурапи изображена в позе глубокой покорности, благоговейного внимания. Фигура бога, разумеется, крупнее фигуры царя. Тут как во всем религиозном искусстве. Кто крупнее, тот и важнее.
В этом смысле мы, люди, кстати, не отличаемся от большинства социальных млекопитающих. И тем не менее, сложно не заметить их фактическое равенство по высоте. Ну, то есть Бог сидит, царь стоит, и это визуально уравнивает их фигуры. Похожую историю можно во множестве примеров увидеть и в искусстве Древнего Египта. Ну а самый яркий пример выражения политических идей через произведение искусства – это, наверное, амарнский период этого самого Древнего Египта, когда фараон Эхнатон, в общем, безуспешно пытался провести в своей державе радикальное преобразование. Амарнскому искусству свойственна реалистичность, временами переходящая в натурализм и в то же время такой некий символизм. Что же касается вообще, бытования этого всего искусства, то на пустом прежде месте Эхнатон построил центр культа бога Атона, перенеся туда из Фив свою резиденцию и столицу древнеегипетского государства. Выбор же места был продиктован формой скал с восточной стороны, прорезанных сухим руслом реки. Зрительно этот разлом в скалах напоминал начертание знака Ахет, обозначавшего восточный горизонт, и, соответственно, символически для Эхнатона напоминал место солнечного перерождения. Поэтому название города Ахетатон, что дословно обозначает «Ахет принадлежит Атону», намекает именно вот на этот горизонт в восточных скалах. Правитель Эхнатон в возводимых во время его правления пограничных стелах утверждал, будто сам Атон приказал ему основать здесь новую столицу и дал обещание не покидать ее ради иного места. В городе фараон создал благоприятный климат для развития искусств вот этого оригинального стиля, что сочетал в себе динамику, гибкость линий и чувственность, и сильно не совпадал с предыдущим монументальным каноном. То есть, заметим, политические и религиозные реформы напрямую выражались в стилистических изменениях архитектуры, скульптуры и изобразительного искусства. К сожалению, после смерти Эхнатона культ Атона был подавлен, а культовая столица возвращена обратно в Фивы. Идем дальше, и теперь уже нас ждет античность с ее греческим театром. Он, конечно, немного не попадает в обычный фокус нашего внимания здесь на канале, потому что он, театр, а не живопись или там музей. Ну как же пройти мимо такого чистого хрестоматийного примера политического искусства? Причем политического от слова «полис», то есть город. Когда Аристотель называет человека политическим животным, он говорит о горожанине. Горожанине, для которого политическое участие и культура в широком смысле – неотъемлемая составляющая жизни, его обязанности. И мне кажется, что именно этому нам стоит у древних греков поучиться, а именно политическому участию и привычке регулярно потреблять искусство. Прекрасные статуи богов и образы героев, вазописи, архитектура – все это искусство несло отпечаток политической культуры греков. Еще позже им на смену, как минимум в нашем стереотипном восприятии истории, пришли римляне. Они построили Великую империю. Понавоздвигали везде всяких стел и обелисков, триумфальных колонн и арок. Уверен, что Зигмунду Яковлевичу Фрейду было что по этому поводу сказать. Особенно римлян в искусстве интересовал скульптурный портрет. И их культурное наследие – это бесконечная галерея реалистических выразительных образов императоров, военачальников, других государственных деятелей, героев и иногда злодеев. Как оказывалось, постфактум. Некоторые из этих скульптур дошли до нас обезображенными, с отбитыми носами и поврежденными лицами. И все это далеко не просто вопрос сохранности сквозь тысячелетия. Да? Иногда это относится и является следствием так называемого проклятия памяти, особой формы посмертного наказания, применявшегося в Древнем Риме к государственным преступникам, узурпаторам власти, а также участникам заговоров и запятнавших этим себя императоров. Среди прочего, проклятие памяти заключалось в обезображивании статуи проклинаемого. То есть скульптура так плотно была связана с политикой, что могла отхватить за прегрешение своего прототипа, как бы выполняла его функцию даже после физической смерти модели. И как могли клеймить или намеренно уродовать лица преступников, также можно было поступить на символическом уровне.
изуродовав статую. После падения античной цивилизации наступает тысячелетие Средневековья, где, конечно же, тоже в искусстве отражается политическая реальность, однако она так сильно замешана на религиозной доминанте, что мы все-таки об этом туда залазить не будем. Сразу же прыгаем в Ренессанс, точнее в новое время. Про Ренессанс можно говорить отдельно, тоже долго. Вспомнить всех этих Медичи, изображенных в кавалькаде, участвующих в поклонении волхвов, или там рождение Венеры Боттичелли, которая, среди прочего, намекает на новый политический союз Флоренции. Но вообще в искусстве нового времени фокус от заказчика постепенно сдвигается к позиции самого художника и выражению его взглядов и ценностей. Взять, например, Эль Греко и его знаменитые портреты. Сам художник – один из крупнейших мастеров позднего испанского ренессанса. Урожденный грек, почему Эль Греко, да, поучившись в Италии, он приехал к испанскому двору. И не то чтобы был там понят и принят. Его удлиненные фигуры, трепещущие, словно пламя свечи, не вызвали восторга у короля и его двора. Но вот его портреты, его изображения испанских рыцарей Идальго, они вошли в визуальный канон. И есть мнение, что даже повлияли на образ испанцев. Их на протяжении веков воспринимали как модель, идеальное отражение в зеркале, соотносили себя с этим образом и старались соответствовать. То есть художник в данном случае своим творчеством повлиял на самовосприятие политической элиты. И тут его искусство политизируется просто от этого устойчивого и результативного внимания краеугольно важной части общества. Разумеется, параллельно в это время и в последующие эпохи по всей Европе создавались портреты государей. Портреты, которые кодифицировали их образ. По этим изображениям часто можно было понять, какие свои качества монарх хотел подчеркнуть, каковы были его цели, куда были направлены его усилия. Портреты эти часто писали разные живописцы, после чего из полученных картин отбиралось одна-две и потом тиражировались и вешались в различных государственных местах, как напоминание о личности правителя, как такой, знаете, его субститут, замену, немножечко большой брат. И вот пока где-то набирал силу и расцветал абсолютизм, в других местах уже прорастали семена будущих революций. Экономические, а потом политические преобразования в Голландии и Англии привели к формированию нового типа портрета. Такого, который подчеркивает таланты модели, его личные достижения, профессиональное качество и так далее. Все это в противовес портрету аристократическому, там, где герб, ордена и шпага играли гораздо большую роль, чем лицо самого аристократа. И прекрасным примером такого аристократического искусства, в каком-то смысле доведенного чуть ли не до абсолюта, могут служить сарматские портреты, хорошо знакомые нам с вами. Традиция, во многом заложенная Стефаном Баторием, утверждала: человек есть продолжение своего рода. И было важно как раз это, а не портретное сходство или, боже упаси, психологическая достоверность и глубина изображенного аристократа. Социальное и политическое в той или иной степени будет жить в портретах и дальше. И никакой выдающийся психологизм, например, гениального Рембрандта, этого отменить так и не смог. Даже гораздо позже, уже на изломе 19 и 20 века, уже на нашей почве, будет работать еврейский художник Юда Пен. Его центральной темой будет изображение своих соплеменников, своеобразие их повседневной культуры, их идентичность. По сути дела, одной из целей живописи Пена будет сопротивление, направленной на евреев ассимиляционной политики российского государства. Политики последовательной и зачастую очень жестокой. Я, кстати, подробнее про все это рассказывал в выпуске про еврейских художников, ну и первые художественные школы на территории Беларуси. Если не смотрели, то подсказка где-то уже появилась. Мы же идем дальше. Перескакиваем через авангард с его интересом к форме, к цвету, к беспредметности и оказываемся в портрете уже советской эпохи. И вот тут политическое в искусстве уже чуть ли не вытесняет художественное. Ведь начиная со второй половины 20-х годов стороннику чисто художественного подхода к искусству могли предъявить обвинение в формализме.
и отлучить его от заказов и выставок, а то и обвинить в антисоветчине. Никогда не мог освободиться от привкуса слова «ветчина» в слове «антисоветчина». А вот это уже был совсем другой разговор и другие последствия. Есть целая книга, страшная, но очень важная. Она называется «Авангард, остановленный на бегу». Книга про репрессированных художников, получивших запрет на профессию, изгнанных, севших, расстрелянных. С другой стороны этого хребта было правильное советское искусство, и оно очень политично. Вот портрет Стахановки, вот образ героя Великой Отечественной, ну и, конечно же, вожди. Очень много вождей. Еще более ярко, чем в портрете, это положение героя на историческом фоне выражалось в жанровых картинах и в исторических картинах. Ведь изображаемое в них просто неотделимо от общества, в котором они создавались. То есть мы смотрим на условную клятву Горация в «Жакову и Давида» и понимаем, что это полотно обращается не к личности, оно обращается к человеку, стоящему в строю. Это команда человеку, который сначала действует, а потом размышляет. И это ли не просто предзнаменование последовавших революции, террора, наполеоновских войн и много чего еще? Эта картина повлияла и на политику 20 века, причем самым неожиданным образом. Посмотрите, главные герои картины, присягая Риму, вскидывают руки в жесте, который с 30-х годов уже 20-го столетия будет плотно ассоциироваться для зрителя с фашистской символикой. Этот жест, то есть прямая рука, поднятая вверх-вперед, ладонью вниз, называется фашистским приветствием. В просторечии зигой. Все, включая и самих итальянских фашистов 20 века, заимствовавших это приветствие, были уверены, что Давид изобразил на картине реальный античный обычай. А на самом же деле никаких римских корней у этого приветствия нет. Давид его и создал, пусть даже и невольно. И, если честно, это один из моих любимых примеров вот такое взаимодействия политической реальности и искусства, причем еще и из разных эпох. Самих же примеров в эпохе конца 18-го, начала 19 века можно еще назвать множество. Там «Плод Медузы» Теодора Жирико, конечно же, «Свобода на баррикадах» Эжена Делакруа. Каждая из этих работ чрезвычайно политична. Она содержательна не только сама по себе, то есть своей историей или своими живописными, часто высокохудожественными характеристиками. Нет. Отлично видны ценности, транслируемые художником, его идеи. И вот в дополнительных материалах к выпуску вы найдете ссылку на прекрасный мини-курс «Как понимать живопись XIX века» от блистательного искусствоведа, заместителя директора Пушкинского музея в Москве Ильи Доронченкова. Очень советую. Я его несколько раз пересматривал и каждый раз получал огромное удовольствие. Я же продолжаю свою кавалерийскую атаку. И напомню, что, например, южнее Франции, в Испании, по результатам кровавых разрушительных наполеоновских войн, Гойя написал диптих, то есть двухчастную картину про восстание 2 мая 1808 года. И не просто показал события восстания, но вписал его в контекст национального мифа. Смотрите, на переднем плане изображены египетские мамилюки, набранные Наполеоном во время его египетского похода. В результате картина превращает восстание из просто политического события XIX века в эпизод реконкисты, то есть многовековой борьбы против мусульман за землю, которую испанцы считали своей. И тут надо сказать, что в реальном событии резни на Мадридской площади мамилюков вообще не было. Гойя сознательно вводит их для трансляции своей идеи. При этом художник был, в общем, чрезвычайно далек от героизации и той, и любой другой войны. Его графическая серия «Бедствия войны» – прекрасное тому подтверждение. Про антивоенное искусство и его развитие у нас на канале есть, кстати, сдвоенный выпуск, записанный, как вы понимаете, около года назад. Если не видели или хотите пересмотреть, ссылка на его первую часть в подсказке над моей головой. Что же касается вообще отношения художников к феномену войны, то оно может быть очень разным.
И это можно увидеть на примере экспозиции Национального художественного музея. Вот картина «У креста. Смерть повстанца» Ипполита Горавского. Год создания этого полотна говорит сам за себя. Понятно также и сочувствующая позиция автора. А вот, например, встреча советских танкистов в Западной Белоруссии Манаса Маназона 1940 года. И эти примеры можно множить дальше. Каждый раз мы прекрасно понимаем, что хотел сказать автор. Он героизирует происходящее или заходится в крики ужаса. Он хочет мобилизовать нас, поднять в атаку или хочет, чтобы мы заплакали и остановились. И главное, зачем ему все это? Чего он добивается своим искусством как действием? Эту тему стоит продолжить. В следующий раз я обязательно расскажу о том, как политическое может присутствовать даже в пейзаже. А также, как можно политизировать то искусство, которое ничего такого изначально не предполагало. Так что ставьте свой активистский лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение, оставляйте комментарии и помните, картина – это всегда или окно, или зеркало. И поверьте, зеркалом оно является гораздо чаще. С вами был Никита Монич. Увидимся около культуры. Пока-пока.